68 сигналов о жестоком обращении с детьми. В 15 случаях факты подтвердились. На республиканский телефон скорой социальной помощи чаще всего звонят неравнодушные соседи. После каждого сообщения специальная комиссия выезжает в семью. Неблагополучных ставят на учет. В Сыктывкаре таких уже около 400. Одно из направлений программы по защите детства как раз и предполагает, что кризис в семьях будут гасить до того, как он перерастет в скандал, чтобы тех, кто привлекает внимание комиссии по делам несовершеннолетних, стало меньше. Здесь семья у нас не ставится на контроль. С семьей работают специалисты до наступления какого-то хронического семейного кризиса. То есть мы семье помогаем на раннем этапе, и семья начинает справляться с этими непростыми ситуациями своими силами. Программа на защите детства – это 23 направления. Основные – снижение подростковой агрессии, правильный диалог ребенок-родители, сокращение конфликта среди детей, как в школе, так и в интернете. И здесь, конечно, не последнее слово за педагогами. Но порой им самим нужно помочь найти общий язык с продвинутым новым поколением. Молодые педагоги, которые приходят из вузов, они уже более подготовлены, но большое количество педагогов, которые еще воспитаны достаточно традиционной школе, им, конечно, не хватает знаний, тех же самых терминов, тех же правил поведения в сети. Поэтому мы надеемся, что благодаря этой поддержке и благодаря образовательным организациям мы сможем подготовить педагогов. Ну и те знания, которые получат, им будет возможность работать на одном языке со школьниками. Программа на защите детства поддержана серьезными деньгами. В 2019-м Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделил Коми больше 10 миллионов. Еще 40 направила на проекты региональная казна. На каждый рубль, вложенный нами, нам добавляет Федеральный фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации, с которым мы работаем с 2011 года. Они нам очень помогают по разным направлениям. Именно как раз в тех категориях, с которыми мы работаем, которые, может быть, люди даже не знают. Это и дети с девиантным поведением, с трудные подростки, так называемые. Это и дети-сироты. То есть по разным направлениям фонд объявляет гранты. Часть гранта пойдет на обустройство в Воркуте и Ухте так называемых «зеленых комнат». Первая такая уже успешно работает в Сыктывкаре. Там следователи и психологи беседуют с детьми, которые подверглись насилию. Говорят, в особой атмосфере подростки чувствуют себя свободнее. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывкар.